Muridi meherşe şeşşoq edine gîlç oylans şunov dövli sintiyamıx şahedde dersti yolx ma irç bi'r iqizmur duuçuq molçuq şekir buzvanza tsuni baxallah ويدالي قوقش بخشر غودن شدامش دخچين شيلج كوغي كير شوديسي Социально-политическая ситуация в России к 1911 году близка к кризису. Растет напряжение внутри страны и вокруг нее. Политическая же температура на Северном Кавказе на тот период не была столь высокой, как это могло показаться с высоты кабинетов царской администрации. Однако суфистские вирды в чеченском сообществе к тому периоду стали оформляться как серьезные политические силы. И это, конечно же, вызывало серьезную обеспокоенность в российской столице, учитывая и опыт Кавказской войны и волнения после ее завершения. Неуловимый Зелимхан Харачоевский еще продолжает наводить ужас на царскую администрацию, но это был некий индивидуальный протест против политики власти. Уместно вспомнить письмо самого Зелимхана на имя председателя Государственной Думы от августа 1909 года. «Я знаю, вернуться к мирной жизни мне теперь невозможно. Пощады и милости тоже не жду ни от кого. Но для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители поняли, что я не родился абреком. Не родились абреками также мой отец, брат и другие товарищи». Вывод, конечно же, напрашивается сам по себе. Абреком его сделала социальная несправедливость. И теперь любые репрессивные меры по отношению к Кавказу и к выходцам из нее несложно связать с именем Зелимхана. И все выглядит правдоподобным. Глядя на растущую популярность чеченских шейхов и на то, как чеченский социум трансформируется в мощное ядро во главе с шейхами, царские чиновники, мягко говоря, серьезно обеспокоены. Главнокомандующий Кавказскими войсками Кавказского военного округа докладывает в царскую канцелярию, что политическая ситуация на Северном Кавказе чрезвычайная. Зикристы разбились на 3 толка. Сильнейшая партия гнездится в Чечне, и представитель ее Баматгирей Хаджи Митаев проживает в селении Автуры. Последователей же его учения весьма большое количество. За этим докладом, конечно же, не последовало ни следствия, и тем более суда. Никто не стал вдаваться в подробности сказанного, и задача, очевидно, такая не стояла. Совершенно очевидно, что подобного обращения было более чем достаточно, дабы мирных проповедников, несущих Слово Божье, отправили в ссылку. Согласно распоряжению главкома, Баматгирей Хаджи Митаев, Суюб-Мулла Гайсумов, Чиммарза Хаджи, Батал Хаджи Билхароев, Кана Хаджи, Абдул-Азиз Шаптукаев, Магома Мулла и Амар Хаджи из Анди отправили в Калугу. Интересна мотивация их высылки. Цитирую.
как наиболее влиятельных представителей шейхов мусульманской секты Зикр, вредных для общественного порядка и спокойствия и вместе с тем способствующих разбойнической деятельности Зелимхана. Вот такая формулировка. Что может быть циничнее? Калуге более 6,5 веков от роду. В списке древних российских городов этот город занимает достаточно устойчивую позицию. Более 100 лет из этого возраста, естественно, у Калуги связано с судьбами виднейших чеченских религиозных деятелей. Именно вот по этому Киевскому шоссе их тогда, более 100 лет назад, везли в ссылку в Калужскую губернию. Известный чеченский проповедник Бамат-Гирей Хаджи Митаев был векилем Кунта Хаджи Кишиева, основателя суфийского религиозного учения в Чечне, да возвысит их Аллах в святости. А в Россию Бамат-Гирей Хаджи Митаев высылался дважды. В первый раз по одним документам в Одессу, по другим в Херсон в 1890 году. А в 1912 году великого Эвлия высылали в Калугу сроком на 5 лет. Даже сегодня, спустя более 100 лет, невольно задумываешься, какую же угрозу представлял собой шейх для спокойствия царской администрации, тогда уже преклонном возрасте. В Калуге с апреля 1912 года он проживал большой семьей. Шейх содержал себя и семью на свои средства. Ему была предоставлена в наем добротная усадьба наследников купца Халуянова на Ивановской улице. Сейчас это улица Московская. Застроена улица типичными купеческими двухэтажными домами с красивыми резными наличниками на окнах. С 1913 года соседями Митаевых стала семья видного военного артиллериста Леонида Чижевского. Наша калужская коллега Изабелла Лысцева, с которой мы давно задумали этот проект, может долго и без устали говорить о пребывании войнахских шейхов в ее родном городе. Вот этот дом снимал Бамат-Гирей Хаджи Митаев. Причем даже по сегодняшним ценам этот дом ему обходился довольно дорого, потому что он приближался к московским ценам. Это я подчеркнула из газет тех лет. За 20-25 рублей дом. Рублей в месяц? Да, в месяц. В ссылку поехала молодая жена Аругас. Ей было всего за 30. Но приезжали, судя по фотографиям, приезжали и старшая жена Басса была, и другие мюриды, в том числе и приезжал уже вот когда Митаев и скончался же в этом доме. Вот. Это не просто он жил, это уже в этом доме скончался. В общем-то, святое место для многих, кто сюда приезжает, а сюда даже московские чеченцы приезжают, да, и они даже уносят какие-то, кирпичи, камушки. Как вот. обереги. Да, да. Мы много раз заходили на усадьбу, где жил великий шейх Бамат-Гирей Хаджи Митаев, прогуливались, пытаясь мысленно вернуться в ту эпоху. И несложно представить себе реальность того времени. Следы перемен запечатлены на строениях,
Ну, чувствуешь себя здесь так же уверенно и легко, как на территории Зиярта Баматгари Хаджи Митаева во Втурах, на родине великого шейха, где всегда много посетителей, которые находят здесь душевный покой и исцеление. Кстати, на территории Зиярта во Втурах растут и все еще плодоносят два старинных дерева айвы. Предание гласит, однажды в ссылке шейха спросили, кто по тебе плачет, шейх, кроме твоих мюридов. Он ответил, больше всех опечалены деревья айвы. По рассказам смотрителей Зиярта, они и по сей день наклонены в сторону Калуги, куда более 100 лет назад ушел великий шейх. В 1911 году известных чеченских религиозных проповедников Баматгари Хаджи Митаева, Сагып Молу Гайсумова, Абдулазиза Шаптукаева, Баталхаджи Билхароева, Чиммарзу и других проповедников выслали за пределы Кавказа со сроком на 5 лет. Их разместили в городе Калуга. Баталхаджи Билхароева отправили в Козельск, а остальные жили в Калуге. Главное обвинение, которое выдвигали царские чиновники в ту пору, это порочные связи с неуловимым абреком Зелимханом Харачоевским. Именно это обвинение и приписывали нашим шейхам. Из официальных документов той поры мы узнаем, что религиозные секты той поры оформлялись в серьезную политическую силу в чеченском обществе. И отсюда вывод таков, что именно этот фактор, очевидно, и заставлял нервничать царских чиновников. И было решено, обезглавить тогдашнюю Чечню. Вот мы сейчас находимся на улице Московская, в центре города, в центре Калуги, а за моей спиной особняк именно той поры, особняк, в котором жил Баматгари Хаджи Митаев. Он здесь жил, и здесь он скончался. Даже 100 лет спустя этот дом, эта усадьба не утратила свою и религиозную, и историческую значимость. С большим уважением относятся и горожане этого города, к этой усадьбе. Сюда приезжают многочисленные этнические мусульмане, верующие не только из Калуги, Калужской области, но и из других субъектов Российской Федерации. С тех пор прошло более 1 века. Выросло много поколений, но память о великом шейхе Баматгари Хаджи Митаеве не только не стерлась, она жива и сейчас, как будто все происходило вчера и сегодня. Собственно, так оно и есть. Ведь дела великого шейха живут и сейчас, укрепляя нашу веру и наш иман. Мы с Зелимханом Закаевым и нашим гидом Изабеллой Лысцевой увлеченно работали, когда раздался звонок потомка Ауды Исмаила, который вместе с мюридами в тот же день прибыл в Калугу, узнав о нашей миссии. Они долго с интересом рассматривали дома, в которых жил шейх и его семья, и было нетрудно догадаться, что испытывает потомок, перед которым открылась яркая страница из славной истории его великого предка. خيرسون يا أخي الله عود سجاح سجاح دي شو جير كان يا أخي عود كلوجاح كلوجا ني خيرسون ني قشوا بارم خان يلا عودي
Qozat yaxalir qoşoğan yaxın avuç. Daqa avuç qoza aşı. Luqu murç nahlech. Daq auda qi audisa qoza. Maydayasnar oylaş. Dal dikdinach. Dal gergernach qoza ayina. Иштметти юқер калу. Эти юноши едва сдерживали слезы, мысленно возвращаясь к событиям тех давних лет, когда их устаз был сослан только за то, что пытался помочь своим согражданам жить по правде и по вере Аллаха. Даже здесь, живя в незнакомой и инородной среде, шейх постоянно молился и взывал ко Всевышнему о ниспослании милости и милосердия на землю вайнахов. Годы идут, унося с собой лучших из нас. Прошло более 100 лет, но ни время, ни трагические события не способны вытравить из сознания людей добрые дела великих шейхов. Их невозможно предать забвению. Узнав, что в пригороде Калуга более 100 лет течет кристальный родничок, неся миллионам людей помощь и исцеление, мы, бросив все дела, помчались туда. Бамадгирей Хаджи на этом месте ударил посохом в те годы и забил целебный родник. В пригороде Калуги мы нашли вот такой святой источник, который в свое время, еще 100 лет назад, добыл своим посохом Бамадгирей Хаджи Митаев. За водой сюда приезжают огромное количество людей. Вы видите эти расставленные ведра в канистре. Вода считается священной и очень целебной. И считается, что эта вода исцеляет от многих недугов, о чем свидетельствует огромное количество людей, которые этой водой пользуются. Эту воду сегодня пьют многочисленные калужане, за ней выстраиваются в очереди гости из других субъектов. Мы, конечно, тоже попробовали эту божественную влагу, наполненную исцеляющей силой и энергией великого шейха Ауды. Да будет доволен им Аллах. В нескольких метрах от усадьбы, где проживал Бамадгирей Хаджи Митаев, со своей семьей на той же улице Ивановской жил и Чиммирза Хамирзаев, сосланный в Калугу по тем же мотивам, что и остальные вайнахские шейхи. Среди своих последователей он более известен как Дукка. В 1911 году 45-летнему Чиммарзе и его супруге Субайхат сначала определили место ссылки в Боровск, но по просьбе шейха его оставили в Калуге и поселили в купеческом доме Власова за 2 месяца до приезда Бамадгирей Хаджи Митаева. Мы догадываемся, конечно, чем мотивирована просьба Чиммарзы, поскольку все остальные ссыльные, кроме Баталхаджи Белхароева, были размещены в Калуге и неподалеку друг от друга. Буквально в нескольких шагах от дома, в котором жил святой шейх Бамадгирей Хаджи Митаев, жил и Чиммарза Дуки, его называют последователи этого вирда. Он жил в этом доме, который некогда принадлежал известному и влиятельному в Калуге гражданину Власову. Шейхи, живущие в Калуге, они, конечно же, очень активно общались не только между собой, но и с этническими мусульманами, жившими тогда в Калужской губернии. Дома наших великих шейхов и 100 лет спустя весьма и весьма почитаемые и посещаемые. Сюда приезжают этнические мусульмане практически со всех регионов России. Чиммарза в ссыльные годы вел скромный образ жизни, круг общения, конечно же, был ограниченным.
Ну, времени для молитвы и богоугодных дел было много. Кстати, в центре Калуги был молельный дом для мусульман, где в том числе и ссыльные вайнахские шейхи часто собирались. Строение все еще имеет приличный вид, хотя миссия его теперь иная. Однако стены его помнят многое и хранят в себе светлую память о великих вайнахских шейхах Эвлия. А вот за моей спиной на улице Тележной, которая была параллельно улице Ивановской, находилась татарская мавзолей. И не случайно именно этот вот район как бы определяла наши власти калужские для поселения практически всех административно ссыльных горцев. И чем интересна эта улица? Название, что называется, назывное. Здесь делали одни из самых лучших телег, можно сказать, во всей округе. Члены многочисленного семейства Митаевых стали соседями с семьей Чимарзы. Кстати, в семье Дукки в Калуге произошло радостное событие. Субайхат родила долгожданного сына. Нарекли его именем в честь города Калугой, по семейной легенде, по благословению Ауды шейха. Позднее уже на родине родились сыновья Дардаил и Израил. Чимарза и сыновья похоронены в родном селе. По возвращению из Калуги мы побывали в Майртупе на месте захоронения шейха в сопровождении его родственников и мюридов. Совершили дау на могиле шейха. أقطع صبيح بوش كلوج بوشوق كنت يجنان خلي صبيح يو هرش سلك عبول شينا الدنيا نشوفه كلوج يو كلوج يخلور شجرة كلوج يخلور سلك يو تن حرمة دوغل وتشيخ دوكو أتر عودة سوء مال هردوكو هرش ثاني خل بوش سلك يو الدوكس شاتن تقتل ريو دنيا نشوفه دوغل هو تن شيء قاعد يبوش ليلش خلير باري يو الدنيا نشوفهش تاق دوكس وقله وق عودو تقتل عودي تخلقو تردو على عودي عدتنا بار يو عودس هق شهرت بيزمن هرت اللي يسجن على كلو قال تقتل نشت واحد نويز ويرتاين توندقا وش ولو كلو اق دوكس على بار تقتل رمتون قاعد يتر هينتون اقدر مشى دير دو اق شيخ دير ذات تو دين اشت اقن شو احتياخ كابير بار كلو اشت اق سيقع براك شوح مخدل شو لدر دوش اشت نستلا بار بقي شار اشت ديسر سبيخ سيلر بار خاص هو غاسق غير كالي شو دوش لدر تدي لقشينا اق لدر دوش شو هسم خيرات صنوي سبيخ الخلير دوكس مارش ووش اشتيقع اشت برد خلر قويت ثم ووش غلقش داك نتصير اشت داك ديش بونا وين بيتابيت نتصير. К могиле шейха и его потомков тянутся людские тропы из разных районов республики и края. Много людей, нашедших здесь душевный покой и здоровье. В прежние годы здесь было очень сложно передвигаться по бездорожью. Да, было, пока потомок шейха Абу-Бакар не сообщил об этом главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Реакция главы республики, конечно же, была мгновенной. Теперь здесь большие удобства для передвижения, и прихожан стало больше. Дука-шейх успел еще пожить в родном селе после возвращения из ссылки. В 1922 году его не стало, но дела шейха живы, активно поддержанные его достойными потомками и благодарными последователями.
Ученик и сподвижник Кунтахаджи Кишиева, видный религиозный деятель Баталхаджи Билхароев начинал свою историю ссылки в Калужской губернии в 1892 году. Из официальных документов мы читаем: многодетный отец Баталхаджи Билхароев с семейством, состоящим из 15 душ обоего пола, жены, 7 сыновей, 3 дочерей и 3 снох, был выдворен в Козельск за вредную религиозную агитацию. Это официальное донесение. Это все, что тогда официальная власть, царская администрация могла сказать о великом проповеднике, гуманисте и прекрасном человеке. В архивных документах канцелярии калужского губернатора имеются весьма лаконичные сведения о жизни в Козельске. Занятий не имеет, пособие от казны не выдается, содержится на свои средства, ведет себя хорошо. Вот такая лаконичная характеристика. И еще любопытная деталь. Многодетный отец попадает в 1896 году под амнистию по случаю коронации Николая II. Архивный документ свидетельствует: Билхароевы ни в чем предосудительном не замечены, вели себя безукоризненно и заслуживают монаршей милости. Гуманный жест имперской короны, не правда ли? Так или иначе, этот жест позволил великому шейху еще 16 лет прожить в родной среде. И вот вторая ссылка Баталхаджи Билхароева. И на этот раз его определяют также в Козельск. Факт водворения в один и тот же город довольно редкий в истории русской ссылки. Живя в Козельске, семья Билхароевых заручилась поддержкой не только у калужских купцов и общественных деятелей, братьев Гайдуковых, но и расположила к себе влиятельных горожан. Мы находимся в Козельске на улице Богоявленской. Здесь в 1911 году проживал шейх Баталхаджи Билхароев. Проживал не один. У него здесь было 8 членов семьи с мюридами. И в один из этих домов, к сожалению, мы точно не можем сказать, в каком доме, бывал и Павел Анисимович Гайдуков. По воспоминаниям потомков Билхароева, Павел Гайдуков занимал огромное место в жизни шейха. Гайдуков помогал ингушской семье в обустройстве дома владельца Николаевского на улице Богоявленской, названной так в честь православного храма, который тогда стоял на этой улице. Мы застали Козельск не самый удачный день, дождь со снегом, тяжело передвигаться, но все эти удобства компенсирует атмосфера, которая пропитана памятью и энергией о шейхе Баталхаджи и его семье. Идя по следам наших шейхов, сосланных в Калужскую губернию, мы добрались и до города Козельск, куда был сослан известный проповедник шейх Баталхаджи Билхароев. Сейчас мы находимся на улице Богоявленская в городе Козельск, где и жила большая семья уважаемого шейха Баталхаджи Билхароева. Очень сложно сказать, в каком из этих домов конкретно он жил. Возможно, то здание, то жилище, в котором они жили, его уже нет. Но абсолютно точно вот на этой улице, недалеко от храма Богоявления, жил наш уважаемый Билхароев. Здесь живут отзывчивые и душевные люди. В их памяти сохранились страницы истории Билхароевых. Они бережно передают их от поколения к поколению. Наш проводник Петр Петрович родом из Козельска, преподаватель физкультуры. Он рассказывает, с каким уважением их дальние предки относились к семье шейха.
Вот здесь дом их не был, как бабушки говорили. Вот здесь вот они жили. Это в ту пору, я говорю, это вот я лично это могу сказать, что в 69-м с армии пришел, в 70-м. То есть от вашей бабушки была такая информация, что вот соседи-то, они уже все сейчас уже умерли, конечно. Вот в чем дело. Несмотря на свой статус ссыльного, Баталхаджи упорно добивался, чтобы дети учились. Нам удалось найти некоторые документы, в их числе прошение Баталхаджи на имя директора мужской гимназии. Сын Магомед сначала обучался в приходском училище на общих основаниях, где обучали русскому языку. Нам также удалось заснять экзаменационный лист Магомеда, который свидетельствует о том, что мальчик овладел русским языком письменно и устно, математикой на отметку 3. Сыновья Курейш и Магомед получили официальные документы об образовании при отъезде домой. В этой Козельской мужской гимназии учились два сына – Курейш и Магомед, Баталхаджи Белхароева. Но всю деловую часть организации учебы детей взяла на себя его молодая жена Хеда. Ей пришлось оформлять документы с переводчиком, конечно. Помогал ей двоюродный брат. В дни нашего пребывания в Калуге мы встретились с потомком Баталхаджи Адамом Белхароевым, живущим в Москве, который специально приехал, узнав о нашем проекте. Растроганный Адам едва выговаривал слова, но был бесконечно счастлив, оказавшись в незнакомой, родной среде. Мы приехали сюда специально, чтобы баркаладой. Я реально ходил, уля, توك كهي جديان بتشا يا رياض خل رمزانا ديانا كهي شان نوص دجوا خل ويقول يا تحبك خلهم جو خلوا عيديان تخن ويلي لجواتشا قولي يقولوا يا رياض خلشان حداك يبول بيج ديانا يا دي كهي قاديان. Павел Гайдуков провожал последний путь шейха Белхароева в 1914 году, оказав помощь семье при отъезде в родовое село. В октябре того же года тело Баталхаджи было предано земле в селе Сурхахе по завещанию самого шейха. Годы идут, меняются поколения, но память о великом шейхе жива. Его потомки достойны своего славного предка, бережно хранят не только память о предке, но и все, что связано с его именем. В Сурхахе, в частном музее шейха, созданном потомками с большой любовью и поклонением, хранятся историко-мемориальные вещи, портреты, семейные фото, видео, документы, в том числе и фотографии из Козельска, датированные 13-м годом. Вот эта прекрасная мечеть в Сурхахе носит имя шейха Баталхаджи. Сюда приходят сотни и тысячи верующих. Поодаль на могиле шейха возведен зиярат. Мы очередной раз посетили его и совершили дуа вместе с потомками шейха. Это культовое сооружение давно стало местом массового паломничества этнических мусульман. На этом заканчивается первая часть нашего цикла из жизни ссыльных шейхов. В следующей серии мы расскажем о жизни ссыльных шейхов Сугайб-Муллы Гайсумова и Абдулазиза Шаптукаева.